Центр языкового погружения «Адзых» работает над тем, чтобы дети на время пребывания в группе полностью погружались в абхазский язык. Но детям должно быть еще и интересно, а для этого необходимы соответствующие учебные материалы. Они должны быть современными и разнообразными. Однако такого количества учебных пособий в Абхазии нет, да и красочных, по-настоящему современных и соответствующих духу времени книг, мультиков и фильмов тоже крайне мало. Поэтому Камах Вициня, руководитель проекта школы языкового погружения «Адзых», и Аида Хунелия придумали, как пополнить абхазскую библиотеку, перевести и озвучить самые любимые детские произведения. Есть такой ресурс «Абхазская библиотека», где будет отдельная страничка, где будут выложены детские аудиокниги. Помимо этого мы будем еще дублировать книжки бумажные. Мы разместим где только можно, во всех соцсетях QR-коды. И любая мама в любой стране, в России, в Турции, в Сирии сможет скачать эту книжку совершенно бесплатно. И, может быть, у нас что-то получится большое и нужное для нашего государства. Как говорит Аида, не стоит все время ждать помощи от государства. Необходимо помогать ему. Тем более, что интеллектуальный ресурс для этого есть. Сегодня даже в тех семьях, где родители пытаются говорить, общаются, мама, бабушка, говорят с детьми на абхазском, дети начинают отвечать на русском. И это потому, что бы они ни смотрели, компьютер, телевизор, общение на улице с ровесниками, в школе, везде только русский язык. Если книжка красивая, то она на русском языке. Если мультик интересный, красочный, он на русском языке. Поэтому нужно не ругаться, не перекладывать всю ответственность на государство. А если каждый из нас на своем месте будет хоть что-то делать, то все вместе мы можем добиться результатов. Проект Камы и Аиды по созданию аудиокниг на абхазском языке не стал сразу искать спонсоров. Они сами начали работу. А Мобайл подключился уже потом, когда стало известно, каким важным делом они заняты. У нас в планах записать 80 сказок. Соответственно, будет 80 аудиокниг, которые будут доступны на различных платформах. В ближайшее время мы также представим видеоряд к аудиокниге «Рождество в доме Петсона». Он будет состоять из иллюстраций книги и будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре «Ахом». И мы очень рады, что в такой праздник перед Новым годом детей обрадуем аудиокнигой на абхазском языке. И очень надеемся, что им это понравится, они влюбятся так же, как и мы. Руководил процессом озвучивания первой аудиокниги «Рождество в доме Пенсона» заслуженный артист Абхазии Роман Сабуа. Он так тщательно репетировал с молодыми актерами, еще студентами, что им удалось записать всю сказку за один день. Все, кто был занят в создании аудиокниги, с энтузиазмом взялись за эту работу, потому что это не просто выполнение заказа, а работа над материалом, который имеет высокую практическую ценность и большое историческое значение. Данный проект очень значимый для наших детей, для нашего народа в целом, потому как язык наш сегодня чуть-чуть имеет какие-то сложности в своем развитии, в своем применении в жизни. Поэтому очень важно, чтобы наши дети слышали свои народные сказки, классику мировую, русскую и так далее, чтобы они воспитывались на своем родном языке, на своей родной основе своей культуры. И для этого нужна серьезная поддержка. За это я хочу поблагодарить наших спонсоров Мобайла, которые поддерживают этот проект. Для молодых актеров работа над аудиокнигой стала важным этапом в карьере. Леон Барчин еще студент. Он в совершенстве владеет родной речью, но с некоторой долей зависти говорит о том, что нынешнему поколению детей повезло больше, потому что свой язык они осваивают еще и с помощью таких современных мультимедийных продуктов. Я очень сильно завидую, потому что, естественно, белой завистью, если бы у меня в детстве были бы такие книги, а еще с озвучкой на абхазском языке, я думаю, я бы намного лучше бы сейчас разговаривал на абхазском, и намного лучше бы по-другому бы я думал в целом. Так что
это был бы какой-то толчок для меня. Так что я думаю, что дети должны быть счастливы. Весь контент для детей, который создается в рамках проекта «Алла Куабжи», будет в свободном доступе в интернете для всех желающих, независимо от страны проживания. Книги не только помогут в обучении языку, но и окажут помощь в воспитании и формировании абхазской идентичности. Марьяна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.